Доброго дня, дорогие телезрители! В эфире телеканала Якутия-24, программа «Один из нас», который вот уже много лет с огромным удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И поскольку у нас год нынче юбилейный, и идут масштабные работы, приуроченные к юбилейным датам, в том числе идет, дорогие коллеги, реконструкция проспекта Ленина. Да? Вообще, город Якутск – это явление уникальное. Это город на вечной мерзлоте, который многие ставят в пример того, что это самая большая агломерация людей, которая существует на вечной мерзлоте. Но кроме вечной мерзлоты у нас еще и другие, скажем так, факторы есть, которые влияют на облик города. Мы говорим сегодня о тех зданиях, сооружениях, инженерных каких-то решениях, которые составляют облик города. В частности, я бы хотел начать с момента такого, что, поскольку идет реконструкция проспекта Ленина, да, Федор Федорович, первые каменные здания, они появились еще в XIX веке. Это был кирпичный, поскольку вот здесь вот, по-моему, канцелярия воеводская была разобрана на огромные кирпичи. Век. Это вот 1708 год. Это 18 век. Во времена еще Петра I построено было. Да. 1708. Там огромные кирпичи были. Я вот помню, кирпичи были, ну, примерно вот такого вот сечения. И когда здание было разобрано, люди, разобрали кирпичи себе на подсобное хозяйство и так далее. Ну, таковы законы жизни в городе. Ничего не должно, скажем так, оставаться. Вот давайте вот по истории каменного строительства в городе немножко пройдемся. Вот после вот этого здания, какие еще здания пошли? Вот Академия наук, которая новодел, но предшествовало уже ему еще одно историческое здание. Ну, конечно, тут у нас целая тема, учебное занятие, да, по этой теме есть. Второе каменное здание, это, кстати, было построено рядом с ним, это здание Троицкого кафедрального храма. Сейчас он восстанавливает это во времена Петра I, когда по всей России было практически запрещено каменное домостроение. Они разрешили строить здесь, во-первых, воеводскую канцелярию, которую вы сказали, да, и второй век был, это 711 год начала, и 700 где-то 16-17 год видимо окончания, это Троицкий кафедральный собор. Крупнейший объект, который, кстати, сейчас до сих пор сохранился, да, и сейчас он реставрируется. Это Чароид, который здание? Да, Чароид, который потом стал. Ну и потом пошли, конечно, капитальные дома, кирпичные или каменные, это вот как раз церкви, очень много церкви, Преображенская церковь, Никольская церковь и так далее, Богородицкая церковь. Ну и гражданские объекты, это, наверное, опять-таки дом архиерея, это ныне Национальный музей имени Ярославского. Очень большую лепту внес, конечно, здесь губернатор Иван Иванович Крафт. Он работал вместе с архитектором Лишевичем. Тут это здание суда, здание реального училища, здание библиотеки нашего национальной, которое сейчас тоже очень хорошо отреставрировано. Ну, куча таких объектов, которые, кстати, существует мнение, что они вообще строились без учета мерзлых грунтов, да? Но даже вот в Никольской церкви, мы когда обследовали, там был продух. И тогда уже зодчие знали о том, что там надо делать продух для сохранения мерзлого состояния грунтов, черный пол делали. Но просто причины были несколько другие, стены слишком массивные, ну и поэтому они пошли там деформации и так далее. Но с другой стороны, много зданий с того периода сейчас еще сохранилось. Поэтому, в принципе, это каменное домостроение у нас есть, имеет хорошую историю. Дальше уже пошли капитальные дома. Первый дом с учетом вечномерзлого состояния грунтов, это был построен по проекту Сытовича, академика. Это большая звезда, величина в нашей строительной науке. Он проектировал и строил объект ТЭС здание. В 30-е годы 20 века, да, вот там столбчатые фундаменты с башмаком, очень высокое подполье, кстати, очень правильное решение было. Потом от него отошли, это навлекло, наверное, очень такие большие беды, наверное, так можно сказать, в том, что сейчас аварийные здания в основном связаны именно с тем, что правители подполья ушли от решения Сытовича и начали делать в угоду экономии, наверное, там чуть-чуть меньше, там где-то сантиметров 60-80. Это самый неудачный, наверное, подход в домостроении в нашей республике. А проспект Ленина к этим неудачным решениям не относится? Я имею в виду те здания, которые сейчас составляют именно те облик. здания, которые вначале шли, где-то 50-е годы, 60-е годы, да, они делались с низким правительным подпольем. И
существует мнение о том, что аварийность связана -то именно с оттаиванием грунтов. Но вообще говоря, такая высота на самом деле не приводит к большим деформациям грунтов. Она приводит к другим вещам. Есть температурное расширение материала, да, железобетон, бетон и арматура, она заливает летом, зимой она сокращается. Это приводит, хотя величины очень небольшие, но этого достаточно, чтобы приводить к таким деформациям свай крайних, где-то 5-6 миллиметров, это достаточно, чтобы появились трещины. Туда попадает грунтовая вода. И как сейчас показывает статистика аварий, где-то порядка 20 аварий уже было у нас в Якутске, к счастью, без жертв человеческих, да. Но она говорит о том, что главная причина аварии – это деструкционное разрушение бетона. То есть бетон, туда попадает, появляется трещина, попадает вода, замерзает, оттаивает, и бетон разрушается. Вплоть до середины 70-х годов у нас требований по морозостойкости бетона не было. И вот те дома, которые построены до этого периода, у них бетон не соответствует требованиям морозостойкости. И вот с этим именно связана аварийность многих зданий. И второй момент, главным материалом для стен это тогда был, конечно, кирпич. Глиняный, хотя он обожженный и так далее, но он очень такой гигроскопичный материал, который впитывает влагу. Да? Опять влага туда попадает, замерзает, оттаивает, и происходит деструктивное разрушение кирпича. Кстати, вот в эти дни это проявляется. Осенью была очень большая деформация. Считалось, что опять осадки пошли. Ленин 11, да, достаточно такой хороший капитальный дом. Но на самом деле там опять-таки попадала вода канализационная, и это приводило к разрушению кирпича. И вот буквально сейчас идет капитальный ремонт Ленина 36, и там в момент ремонта там опять обнаружилось, что когда вскрыли все вот эти отделочные материалы, то кирпич опять находится в увлажненном и таком разрушаемом состоянии. И поэтому в старых зданиях есть такая большая беда. Это низкое подполье и применение кирпича. Вот эти два основных фактора, которые делают старые дома такими проблематичными. Но, тем не менее, Федор Федорович, вы же сказали, что здание постройки 1708 года, воеводская канцелярия, да, она просуществовала, но была разобрана... где-то до 80-х годов, да. Была разобрана в 92-93 годах. Да? Примерно так же. Да? То есть она простояла без малого 3 века почти, да? 3 века простояла, и, в принципе, она, и здание Троицкой церкви, которое сейчас реставрируется, она тоже примерно такого же возраста. То есть опыт, скажем так, векового применения каменных зданий в Якутске есть, и он насчитывает столетия. Резюмируем таким образом, да? Да, но у нас, смотрим, вот облик, недаром я затронул вот эти дома, проспект Ленина 36, проспект Ленина там 34 и так далее. Мы же видим особенность города. У нас везде идут очень высокие лестницы на подъездах, включая там ДСК-шные дома, включая монолитно-каркасные дома последних лет и так далее. И единственное исключение – это 203-й. Там, где нет высоких зданий, там, где нет свай. Ну, да, там уже принцип немножко... Да, принцип уже другой. И плюсом к этим идут вот эти старые дома, которые составляют первую линию на проспекте Ленина. Там тоже подъезд практически на уровне тротуаров получается. Да? Но у нас же основная опасность для конструкции это все-таки факторы, связанные с вечной мерзлотой. Да? Я просто хотел бы сказать, что мерзлотоведов я бы хотел с их мнением насчет влияния мерзлоты на строительство отдельным совершенно. Мы сегодня говорим об тех конструкционных решениях, которые способствуют другим факторам, да? Вернее, способствуют решению других факторов. Помимо этого, ведь все мы помним, я помню лично, 83-й год, сидим, учимся, и город трясет. Трясет, причем довольно ощутимо. Да? То есть, учитывая то, что я был в Таджикской ССР в свое время, и там трясло, да? Вот, учитывая вот эти землетрясения, опыт которых у меня лично есть, насколько опасно в связи с новыми процессами еще и вот такие сейсмические моменты? Ну, вообще хочется сказать, что сейсмичность
наблюдается уже на протяжении 2 веков в Якутске, начиная с 1850-х годов. Тогда хроники говорят о том, что люди испытывали 4-бальные землетрясения. И в 20 веке как раз-таки хочется отметить 1989 года южно-якутское землетрясение, которое было зарегистрировано на расстоянии от Якутска около 600 километров. И люди испытывали при этом сотрясение, проживая на 3-4 этажах, интенсивность где-то в 4 балла. То есть раскачивались предметы, люстры раскачивались, дребезжала посуда, ну и прочее. Также после этого были толчки ощутимые в 2005-2006 году, связанные с червондинскими землетрясениями. И всеми известное Охотское землетрясение, которое жители города Якутска очень хорошо испытали на себе в 2013 году, в мае, когда произошло уникальнейшее землетрясение. Уникальнейшее оно было по той причине, что оно залегало глубоко, на глубине 600 километров. Землетрясение было глубокофокусное и с магнитудой 8,2 по разным источникам. Это в эпицентре? Да, это в эпицентре. До нас докатилась волна? До нас докатилась волна в разных участках города по-разному. Сильнее всего испытали на себе это землетрясение как раз-таки жители 202-го микрорайона на верхних этажах. Здесь сработал так называемый эффект этажности. То есть с увеличением этажа тряска как бы она усиливается. И люди испытали тогда на себе 5-бальное сотрясение. Это получается, помимо того, что дребезжала посуда, раскачивались предметы, также были и нарушения в строительных швах, то есть сыпала штукатурка, швы расходились межпанельные, ну и прочее. И вот с этим всем можно сказать даже то, что землетрясения в Якутске с подобной интенсивностью могут происходить с частотой раз в десяток лет. Потому что за последние 20 лет мы уже испытали на себе 3 ощутимых землетрясения. Ну, 25-30 лет где-то. То есть в какой зоне сейсмичности находится наш город? Наш город вообще находится в сейсмоопасной зоне. Это 6-бальная зона. То есть все здания и сооружения должны отталкиваться именно от 6-бального землетрясения. То есть что это означает? Это означает, что здания, в том числе и особые здания, которые представляют собой больницы, поликлиники, которые особой важности и опасности, они строятся с учетом воздействия 6, 7, 8-бальных землетрясений, в зависимости от того, какую оценку бальности на той или иной площадке дадут эксперты. Вот. Это всегда рассчитывалось так, да? Всегда, то есть всегда при проектировании зданий, сооружений, домов всегда учитывалась сила в 6 баллов? Да, вот с 2000 года этот учет вводят, и по сей день этот учет ведется при строительстве сооружений. Ну и вроде как соблюдается. Потому что по строительным нормам этот фактор обязательно должен соблюдаться. Здесь можно сказать, что до 97-го буквально, да, в Якутске вообще не задавались вопросом сейсмичности. Вот как вышли общие сейсмические ориентиры, вот карты, составленные Институтом земли РАН, но отнесло Якутск к сейсмоопасной зоне. Вот вероятностью, скажем, там, если взять, формально, что ли, или численно, да, вот, с вероятностью 500 лет один раз может быть землетрясение 6 баллов. Там так написано. С вероятностью один раз в 1000 лет 7 баллов. 5000 лет – это очень малая вероятность, конечно, это 8 баллов. Но, тем не менее, когда это будет случиться, непонятно. И поэтому, конечно, проектировщики, когда проектируют здание, то должны смотреть и ответственность здания. И есть, опять-таки, строительные нормы,
СП-14 в строительно-сейсмических районах. И там четко написано, какие объекты при какой бальности надо считать. Но если взять массовые домостроения жилые, то, как говорит коллега, вот там как раз бальность 6. Ну, а нормы начинают учитывать именно землетрясение, сейсмику, начинать с 7 баллов. То есть 6 баллов – это достаточно конструктивные меры, которые без расчета ставятся, да, по типовым решениям для зданий. То есть, И опять-таки вот сказано, что в 203 микрорайоне, да, там ощущалось больше, это опять нормы учитывают. Дело в том, что там намывные грунты, они, как показывает исследование, они очень сильно увлажнены, да, и, соответственно, нормы там дают повышение на 1 балл. То есть все объекты, которые расположены на намывных грунтах, должны проектироваться с учетом землетрясения. То есть 7 баллов. Ну, сейчас это все, конечно, в 203 микрорайоне это все выполняется. То есть все здания рассчитаны на сейсмическую нагрузку и сконструированы соответствующим образом. ну, те глобальные процессы, которые вот на планете происходят, сейчас, в принципе, дают основания полагать, что Якутск может сильнее пострадать от явлений мерзлотного характера, чем от землетрясения. Правда? Ну, сравнивая эти два параметра, тяжело, конечно, сказать, потому что человечество до сих пор не может конкретно спрогнозировать землетрясение, где и в какой точке землетрясение произойдет. Это очень сложно, потому что, как всем известно со школьного курса, самая глубокая скважина, которая пробурена, это 12 километров. Дальше человеческие руки не доходили, и мы не знаем, а именно на более глубоких расстояниях землетрясения могут сфокусироваться 20. Ну, в Якутии у нас территория в среднем это диапазон 10-40 километров. Это глубина пролегания, да? Да, глубина гипоцентра землетрясений. То есть мы не можем сказать точно в каком. Плюс ко всему хотелось бы сказать то, что именно грунтовый фактор также является решающим при землетрясении, потому что на одних грунтах землетрясение ведет себя по-другому, на других, на более плотных, например, сотрясаемость здания, соответственно, ниже, на более рыхлых песках, там, талых грунтах, соответственно, будет интенсивность, ощущаемость людьми, зданиями и предметами будет выше гораздо. Один момент. Я помню Якутск 79-го года. Тогда преобладали пятиэтажки. Да? То есть максимальная высота зданий. После 79-го года, по-моему, начали девятиэтажные. Ну, 76-го года 76-го. как раз первая девятиэтажка по-моему, построена была. Ну и дальше там 12-этажные дома в 80-х годах пошли. А высотные здания вообще от чего отталкиваются? От тех моментов, которые Рустам Минигулович говорит, от моментов, которые товарищи мерзлотники скажут, или от чего? Я тут впервые услышал, что одна из теорий – это то, что не хватало просто специализированной техники. Да? Пожарной. Да. Есть такое мнение тоже. Ну, по первой части, вот как раз по вечномерзлым грунтам, на самом деле это очень надежные, хорошие грунты. И вот нормы по сейсмике, да, вот как раз даже первая таблица есть, там, если грунты твердомерзлые, там температура очень устойчивая, ниже минус 2 градусов, то они, наоборот, приводят к снижению сейсмических нагрузок. И поэтому в ранних редакциях вот, норм была таблица в том, что сейсмическая нагрузка уменьшается на 1 балл на вечномерзлых грунтах. Ну, сейчас в нынешней редакции этот пункт убрали. Но, с другой стороны, вот то, что вы говорите, что более опасно или что более актуально, да, сейсмика или вечномерзлые грунты, то сейчас вообще говорят многолетние мерзлые грунты. Но тут сказать, конечно, однозначно сложно. С другой стороны, вот действительно, сейсмичность, когда проявит вот 7 или 6 баллов, это не совсем понятно. Но вот грунты, сейчас статистика та же вот по авариям говорит о том, что все-таки деструкция материалов основная, да, а то, что оттаивание мерзлых грунтов приводит в основном к деформациям, но не авариям зданий, там раскрытие швов и так далее. И поэтому, на самом деле, вечномерзлые грунты или многолетние мерзлые грунты, они достаточно надежное основание. Ну, другое дело, когда туда льется вода или какие-то другие явления. И второй факт в том, что раньше дома строили на хороших грунтах,
твердомерзлых. Сейчас таких площадок очень мало, в основном высокотемпературные. И поэтому сейчас видим, что эти дома уже надо охлаждать сезонными охлаждающими устройствами. Да. Ага. И когда наберут температуру вот сваи, только тогда начинается строительство. На самом деле наука, что ли, по строительству и проектированию строительства, она достаточно хорошо отработана. Вот 50-е, 60-е годы, конечно, там все на основе проб и ошибок. Говорят, что у нас Якутск был экспериментальной площадкой, да, строительства. Ну, сейчас и проектировщики, и строители, в принципе, это хороший багаж, хорошо строят на самом деле. Другое дело, что есть прогнозы по климату, да, все мы знаем о том, что климат, возможно, потеплеет, а возможно и похолодает. Но любой грамотный проектировщик, строитель должен смотреть на несколько, все-таки с точки зрения безопасности. Поэтому надо смотреть, скорее всего, и возможность потепления. Можно сказать, что вот сейчас у меня есть магистрант, который выполняет исследования по... есть хорошие программы, которые дают прогноз грунтов в зависимости от температуры воздуха. Да. Есть очень неблагоприятный сценарий в том, что к 2100 году потеплеет климат на 4 градуса. Мы это смоделировали. Получилось, что когда считаем, то осадки 16-этажного дома могут достигнуть 30 сантиметров. И посчитали монолитно-каркасный дом. Кстати, монолитно-каркасный дом – это очень надежный дом. Почему? Потому что там неразрезанность есть, в отличие от сборных систем. Да? Там как таковых стыков нет, узлов металлическими сварными элементами нету, поэтому там идет перераспределение усилий. Но, тем не менее, там идет все-таки при 30 сантиметрах проседания здания есть участки, которые перенапрягаются. То есть монолитный каркас, он в основном сейчас идет безбалочный, он недостаточно такой жесткий оказался. Раньше вот Мягкий, нормы да? требовали, чтобы цокольное перекрытие было жестким, чтобы противодействовать деформациям грунтов. Сейчас многие проектировщики от этого отказываются, ввиду того, что там крупные ростверки, да, над кустами сваи и так далее. Все-таки, конечно, следовало бы вот старые добрые правила, все-таки придерживаться их. То есть жесткий пояс на уровне цокольного перекрытия, их, конечно, надо все-таки соблюдать. И поэтому вот при отсутствии вот этих жестких цокольных перекрытий идет все-таки перенапряжение. Я повторяю, это самый неблагоприятный сценарий. Когда То есть это худшее, к чему можно готовиться? Все-таки мы должны и готовиться к таким сценариям. Рустам Мингулович, не секрет, что, может, подскажете, по линии то ли фонда капитального ремонта, да, то ли были предусмотрены определенные мероприятия по противодействию сейсмической опасности. Да? То есть энное количество средств было заложено на противодействие, воздействию сейсмики. Да? Вот эти моменты, они... Насколько, можно сказать, эффективны? То есть можно ли охватить весь жилой фонд и так далее? Весь жилой фонд, конечно, охватить невозможно, потому что многие дома в городе Якутске являются уже аварийными, как бы подлежат переселению и сносу. Поэтому здесь выход только какой один? Я считаю, это мое личное мнение. То, что новое строительство, оно должно соблюдаться современным строительным нормам и правилам, обязательно проводить исследования, микросейсморайонирование на каждой строительной площадке жилого дома, больницы, детского сада или электростанции, любого промышленного предприятия, и так далее. Вот такой у меня только вывод есть. То есть вот те новые здания, которые сейчас нужно просто перестраховаться в их проектировании, да? Да, нужно обязательно перестраховываться, потому что грунты, сами знаете, у нас не очень благоприятные в некоторых местах. Я не говорю про весь город Якутск. Да, у нас есть твердомерзлые там, но они, как правило, твердомерзлые круглогодично где-то начиная с глубины 6 метров. А на 202-м, на 203-м там вплоть до 15 метров, по-моему, пролегают и встречаются талые грунты. Так, тут как раз можно было бы, можно сказать, что по сейсмоусилению было несколько проектов сделаны и внедрены, да? Но я бы все-таки обратил внимание не на сейсмоусиление, все-таки это достаточно маловероятно. Вот у нас очень много домов, в
в которых, вот как мы сейчас видим, сохранился кирпич. И вот, как я сказал, низкое проветривание подполья. И не до сейсмоустойчивости, так скажем, да, а именно вот восстановление, усиление вот этих домов с низкими проветриваемыми подпольями и там, где еще остался в несущих стенах кирпич. Ну, почему кирпич увлажняется? Потому что в старых зданиях инженерные сети прокладывались под полом, вода у нас течет, ленская вода считается очень агрессивной по отношению к металлу, очень быстро ржавеет и туда попадает, льется. И вот намокая, кирпич уже как бы разупрочняется. Теряет свои свойства, да? Да. И второй момент, почему низкое подполье. Дело в том, что сопромат, есть такая основная наука для инженеров, да, он говорит о том, что чем ниже выступ фундамента свайного, растет в квадрате изгибающий момент. То есть от метра до полуметра мы снизим высоту фундамента, изгибающий момент сваи увеличится в 4 раза. И тогда крайний свай еще очень сильно будет тянуть. Ранбалки, и у них очень большие трещины, что и показывает практика. И поэтому сейчас вообще надо заниматься теми домами, у которых низкие проветриваемые подполья. Это проспект Ленина и окружающая часть. А инженерные решения есть, да, по усилению фундамента? Естественно, тут уже и проектанты, и исследователи. Тут есть, то есть решения, конечно, существующее здание можно усилить фундамент? Конечно, усилие и фундамента, и цокольные перекрытия, и кладку заменить. Кирпич, кстати, в одно время была кампания по замене нижнего пояса кирпичных зданий на бетонные камни. Бетонный камень гораздо более устойчив к воде, и эти здания уже ведут себя хорошо. А те здания, в которых кирпич остался, они и создают проблемы в связи с разрушением кирпича. И поэтому, в первую очередь, я все-таки думаю, что этими домами надо заняться. Вернемся к высотности Якутска. Да? То есть 16 этажей. Сейчас строят максимум 16 этажей. Люди старшего поколения, которые, еще раз говорю, вроде меня, которые помнят пятиэтажный Якутск и девятиэтажный Якутск, с опасением относятся, скажем так, к возможности переехать в здание высотой 16 этажей. Вот здесь мы сможем ли развенчать миф о том, что 16-этажное здание в условиях Якутска будет себя вести хуже, нежели КПДшка пятиэтажная и так далее? Так, 16 этажей, это само по себе уже означает, что фундамент у них будет мощный. Сейчас делают сборные фундаменты составные, да, или буронабивные сваи. Эти сваи, сами по себе, конечно, будут надежнее, чем короткие сваи, у которых мерзлая часть находится в зоне риска. И с этой точки зрения я бы сказал, что они более надежны, скорее всего. И 16 сейчас этажей, наверное, это не предел. Я знаю, что есть проект где-то в участке речного порта 24-этажного дома. Здесь проблема даже не в мерзлоте, а проблема именно в пожарниках. Если не найдут технику, которая дойдет до верхних этажей, то это, скорее всего, будет решен. И все-таки как конструкторам надо полагать, что там, где мощные глубокие сваи, эти дома, скорее всего, будут более устойчивыми. А другая проблема есть там вентиляция. Есть такое понятие, как гидростатическое, давление, да, и чем выше дом, там давление снизу, с наружного воздуха внутрь и изнутри наружу очень сильно возрастает. Наш институт провел исследование, где-то 12-этажный дом, такое давление достигает 80 паскалей. Это достаточно большая цифра, которая приводит к тому, что продувает нижние стыки, и это приводит к тому, что уже не безопасность с точки зрения механической, а нарушается теплоизоляция. То есть в высотных домах еще есть такая проблема, то есть защита, тепловая защита, да, и вентиляция. Сейчас, наверное, жители многие видят проблемы с вентиляцией. Эти вопросы надо решать. А с точки зрения несущей способности? Несущей способности. Все-таки тот расчет, который я сейчас привел, да, то, что все-таки высокий дом, он как штамп садится, не так, как малоэтажный дом. Все-таки нагрузка более-менее равномерная. Надо моделировать. С другой стороны, это очень интересная задача. То, что мы сейчас делаем, это на уровне магистерской диссертации. Поэтому в стадии упругой рассчитано. Надо заниматься профессионально,
хорошими программами, с хорошими компьютерами, суперкомпьютерами, да, вот тогда эти проблемы с учетом трещинообразования, пластическая работа материала, это будет хорошо, в принципе, это все хорошо моделируется. Поэтому в этом направлении просто надо работать. Мгм. Рустам Егорович, обратимся немножко в сторону от Якутска. Да? То есть у нас республика же огромная на самом деле, но Да. всего лишь в 500 километрах начинается Алданское Нагорье. Да? Ну, там совершенно иные грунты, там нет свай, дома с подвалами и так далее. И так далее. То есть юг Якутии, по мнению геофизиков, он трясет, сейсмичен гораздо больше. Да? Да, гораздо больше трясет его. Дело в том, что нашу Якутию охватывает два сейсмических пояса сразу. Это Байкало-становой пояс сейсмический и Арктический сейсмический пояс. И некоторые из них на 8-9 бальных зонах. Вот. Якутску в этом плане повезло, он стоит на крепкосибирской платформе. Единственное, что, конечно, данные археологические, геологические, геофизические также показывают, что в Якутске тоже есть зоны разломов, но не такие крупнейшие, как в тех поясах, которые я назвал, сейсмотектонических. Вот. А так, в среднем в Якутии, конечно же, очень много землетрясений происходит, и их количество ежегодно регистрируемых больше 2000, 2-3 тысячи. И в основном вот как раз-таки они все, очаги их залегают вот в Южной Якутии и на севере Тикси, там, Депутатский и так далее, Мгм. То зона есть Черского. Арктика опаснее, чем Якутск, да? Ну, Ну, не в том плане опаснее. не в плане... Шанс получить землетрясение там гораздо выше. Да, там гораздо выше, конечно же. Ага. Интересный факт. То есть век живи, век учи. И опять же, еще по факту вот с этими пожарными лестницами, да, то есть не хватало техники, и Якутск был девятиэтажный. Потом техника появилась, он стал 12-этажным. Это так, он есть. Да. Кстати, по высотным домам сейсмоустойчивость, конечно, когда идет сейсмика, это основная, ну, поражающая, наверное, вот поражающий фактор – это горизонтальная сила. И вот главная нагрузка – это сам вес здания и центр тяжести этого дома. Да. Вот все-таки высокие дома, у них центр тяжести расположен высоко, вес здания большой, поэтому, конечно, это есть на чем подумать в этой части. То есть если моделировать эти дома с учетом землетрясения, то могут быть риски. Площади больше просто рассчитывать. Ну, то есть риск у них есть в высоких домах, конечно. Мгм. Ну, риск есть даже, по-моему, в сборно-каркасном одноэтажном домике, то, что он развалится при Ну, в сборной, определенном тем более, толчке, да. конечно. Монолит – это монолит, а сборный там стыки. И там, где не доварили, там, где поставили не так, интересно, это уже... Не, деревянный человеческий фактор, да. каркас, если мы посмотрим, он на саморезах крепится, по идее. да. Ну, это деревянный каркас, он легкий. Да. Да, он- Еще один момент. Опять же, вспомним 80-е годы, когда СМУ какой-нибудь закладывали сваи, они стояли минимум год. Набирали прочность, да? Минимум год. Сейчас мы повсеместно видим такое, что сваи залили или заколотили, и буквально через несколько месяцев, через 2-3 месяца начинается уже воздвижение перекрытий. Федор Федорович, Здесь не идет ли строительная отрасль на поводу коммерческого интереса в этом ну, плане? я таких вещей не знаю. Госстройнадзор достаточно, ну, так, в этой части бдит, следит за этим. И сейчас все-таки есть, ну, можно сказать, конструкции, технологии, да, вот сезонно охлаждающие установки. Они для чего ставятся? Они не только для того, чтобы там перед эксплуатацией там промораживать грунт, но и быстрее, чтобы набирали температуру необходимую. Без того, что нормативную расчетную температуру не наберет грунтоснова, никто дальше не разрешит строительство. Так что в этой части я не думаю, что есть какие-то нарушения. Ну, по крайней мере, крупные объекты, которых смотрит Гортехнадзор, ну вот, стройнадзор. Вот они не допустят того, чтобы не набравшие температуру объекты вводились, ну, дальше начинали строиться. Ага. Так что опасения, я не думаю, что... Еще на моменте остановлюсь в таком. Вы упомянули буронабивные, да, по-моему, Да. как это называется, сваи.
В отличие от тех, которые в готовом виде привозят на объект, они какие преимущества имеют? Ну, во-первых, те сваи сборные, они ставятся в скважину, да, и сначала заливается раствор, и туда ставится свая. То есть там она работает и по грани свая раствор, и раствор грунт. То есть фактически работает вот этот участок, а несущая способность все-таки маловато. Вот буронабивная свая, полностью туда заливается бетон. И, соответственно, несущая способность его будет выше. По крайней мере, по сечению элемента. Поскольку его сечение будет гораздо больше, чем сборной сваи, там уже бетон армированный. Это первое. Ну и второе, если он идет по скважине, по периметру, значит, периметр контакта он тоже будет значительно больше, чем сборной сваи. Поэтому все-таки буронабивные сваи, они более надежны, они более однородны. Да? Но есть другой момент. Бетон, когда твердеет, выделяется тепло. И поэтому вот здесь как раз устройство охлаждающих труб связано вот с этим. Чтобы вот эти тепло, которое выделяется при твердении бетона, оно не приводило к оттаиванию грунтов. И поэтому, если это расчетную температуру достигнет, то за счет материала и за счет большей поверхности контакта с грунтом, конечно, у них несущая способность выше. Потребителю как узнать о том, что дом стоит на сваях наборного типа или более прочных вот этих буронабивных? Как донести до потребителя эту информацию? Потому что считается, это сугубо техническая информация, да? А по сути это оказывается, Федор Федорович. Ну, есть, но я не думаю, что там застройщики... Более плотно работать с застройщиком, да? Да, скорее всего. Информацию у них спросить. Там же есть проектная информация, которую они имеют в себе. И, соответственно, если сваи, то никто это скрывать не будет. И, наоборот, будут предоставлять, какая свая там применена. Если СОУ и так далее. Я не думаю, что там есть проблемы. Угу. Затронем еще один момент. Мы вскользь его коснулись о том, что грунты в Якутске... вообще Якутск стоит, скажем так, в долине реки, да, и грунты здесь, мы сами видим. Тут отсыпали, тут спучило, тут немножко что-то перекрыли, там перерыло и так далее. Грунты здесь нестабильны. Момент переноса части строительства на более высокие участки, он просчитывался тоже давно, да? Да, это, видимо, очень большая проблема города. Куда идти развиваться. Вот намывные грунты пришли на выручку в свое время, да. Грунты сейчас действительно не очень благоприятны, высокотемпературные. И поэтому вот и идет удорожание строительства из-за охлаждающих устройств. А более благоприятные грунты, в пойме есть, скорее всего, нет. Разве что идти на гору, но это слишком большая задача для города, я не знаю, как быть. А так в городе, я думаю, что там, где вот сейчас идет Прометей расширение, там мест много, грунты, в принципе, позволяют строить. И... тут надо, наверное, большие исследования провести каким-то подразделением, институтом мерзлотоведения, ЕПНИС, университет наш, и, соответственно, тут надо этот вопрос, конечно, прорабатывать. Намывные грунты пришли на выручку. В конце 80-х началась намыв грунтов на 202-м, потом уже 203-й пошел. Да? Сейчас речь идет о 204-м и 205-м микрорайоне. Да, теоретически. Мы все оказались свидетелями, скажем так, возможно, там и журналисты, и некоторые политики даже придали, скажем так, волну хайпа. Да? То есть, когда 19-й корпус, он пошел немножко вот так. Вот здесь, я помню ваше выступление на общественном совете города Якутска, да? Вы руководили тогда группой исследователей, которые проводили исследования конкретно под 19-м корпусом и прилегающих точках. Вот здесь из-за чего? Из-за общей, скажем так, слабости намывных грунтов? Или все-таки была конкретная причина? Я-то знаю ответ. Да? Давайте перед телезрителями ваше немножко такое. Если бы была общая причина, то полегли бы все, все-таки деформации случились бы в достаточно большом количестве домов. Да? Это первое. Второе, это то, что дом 19 корпус, как мы потом посмотрели вместе с геотехнологией, он стоит на месте старой старицы.
И когда мы смотрели вот результаты инженерно-геологических изысканий, там есть один ИГ, инженерно-геологический элемент номер 7, который представляет собой илы. То есть по технологии там должны были, прежде чем намыть, убрать илистые грунты и туда намывные грунты. Но, как у нас довольно часто бывает, это было нарушено. И как показывает расчет по характеристикам этих грунтов, именно причиной деформации вот этого корпуса явилось наличие вот этого слоя илистых грунтов. Она в одной части где-то 1,3 метра, в другой части 3,5 метра. И вот в той части, где 3,5 метра, как раз и пошли наибольшие деформации. Поэтому вполне определенно можно сказать, что причина это не какая-то общая, а вот наличие вот этих илистых грунтов под этим домом. И поэтому... То есть, конечно, этот дом... Сработала конкретная точка, да? Конкретная, вот, субъективная причина, так бы я сказал. Ну, а так дома там как раз построены по первому принципу. И, кстати, во многих домах плитный фундамент. Ну, хорошо, что 19-й корпус стоит на плитном железобетонном фундаменте, который не дает ей как-то повести себя еще более опасным образом. Да. И так что он выравнивает. Это то, что есть, говорим, жесткий пояс в здании, он выполнен именно на уровне фундаментов. Ну, это так положительный, наверное, элемент. Ну, а по этому корпусу сейчас ведут наблюдения, насколько я знаю, да, в городе по этому поводу совещания были, и дальнейших подвижек, проседаний не наблюдается, увеличение крена. Но это позволяет все-таки считать, что, ну, наверное, стабилизироваться. С другой стороны, когда рассчитывались, там были перенапряженные участки. Там есть и конструктивные, скажем так, ну, не то чтобы недоработки, а не очень удачные конструктивные решения в этих домах. Эти бетонные торцевые стены и так далее. Их, конечно, надо укреплять. И когда мы рассчитывали этот дом, оказалось, что банально несущая способность монолитных фундаментных балок не обеспечена. Там просто было изменено конструктивное решение вот этой части цокольной, и там банально было перенапряжение. Мы это дали рекомендации по усилению, проект усиления, и, соответственно, усиления были. Ну, чтобы как бы полностью обеспечить безопасность этого дома, конечно, надо провести усиление. В первую очередь самого здания, в вторую очередь там, ну, укрепление грунтов. Вполне эффективной технологии есть усиление. Ну, я думаю, что если пойдет развитие просадок, то эти меры, скорее всего, будут приняты. Будет принят. Вообще, самим фактом вот сегодняшней беседы с учеными-мужами мы бы хотели не то чтобы поставить точку, да, а уменьшить, скажем так, мнение тех скептиков, которые иногда кажется так, что вот пришли застройщики, они только хотят коммерческий интерес, вот в таком пятачке воздвигают такую свечку, хотят получить больше квартир, соответственно, заработать больше. Да? Нет, на самом деле никто граждан вот с их бедой, которая будет связана с какими-то определенными геофизическими, там, климатическими и прочими особенностями, никто не собирается оставлять их один на один. То есть нет вероятности того, по крайней мере в обозримом будущем, что из-за климатических каких-то изменений дома в Якутске начнут складываться как карточные домики. Да? Еще раз, даже момент того, что Федор Федорович, авторитетное мнение, считает, что чем высотнее здание, тем он основательнее, что ли, садится на грунт, и тем, скажем так, свайный фундамент. Там надежность. Но надежность даже больше. Сейсмика, если будет, то тут надо хорошо проработать. Угу. Ну и насчет сейсмики, еще раз, сотрудники федеральных учреждений, которые мониторят, в том числе и геофизические данные, они говорят, что вероятность, скажем так, раз в десятилетие вот бальность такая-то, да, и раз там 5-4 тысячи лет бальность такая. В этом отношении арктическая зона, Южная Якутия, она куда более опасна, чем город Якутск. Поэтому я не говорю, что все, раз поставили точку и так далее, да, просто мы развеяли некоторые сомнения в части того, что не додают укрепиться сваям,
сильно большая высотность там и так далее. Еще раз, для меня просто было открытием, что высотность зданий зависит от наличия в пожарных подразделениях той или иной техники, которая может дотянуться до верхних этажей. Спасибо огромное Федору Федоровичу, Рустаму Мингуловичу за участие в нашей программе. Еще раз, это просто свободная беседа в плане того, каким мы видим Якутск, да, каким он будет, с учетом чего должны приниматься те или иные решения. И в том числе очень важно, какие меры нужно принимать для того, чтобы исторический облик проспекта Ленина, который вот сейчас реконструируется, сохранить его. Федор Федорович говорит, что есть инженерные решения, которые позволят укрепить фундамент вот этих домов, которые на самом деле являются памятниками архитектуры прошлого уже века. Спасибо. Это была программа «Один из нас». Один из нас сегодня интересовался городом Якутском, его нынешнем облике, и немножко даже заглянули в будущее. Увидимся.